эпидемиологическая ситуация в республике на данный момент? Ситуация у нас усложняется. Мы видим, что случаев коронавирусной инфекции у нас, как и в целом в стране, становится больше. И, конечно же, во многом это связано в том числе и с завозными случаями в первую очередь. Если говорить по порядку, то, конечно, для нас есть несколько таких очень серьезных факторов сегодня риска в целом для нашей республики. Во-первых, как выяснилось, один из крупнейших таких медицинских центров по травматологии, который расположен в Санкт-Петербурге, был инфицирован. И сегодня под подозрением находится порядка 1000 человек в Санкт-Петербурге по подозрению в коронавирусной инфекции. Несколько сотен, я так понимаю, уже подтверждено пациентов и работников данного центра. Так как это федеральный центр травматологии, то туда по направлению всегда направляются в том числе и жители Республики Саха-Якутия. У нас за март месяц в этом центре около 10 человек проходило лечение. И вот как раз семейная пара из Горного Улуса, которая сегодня, можно сказать, официально уже мы можем сказать, что они больны коронавирусной инфекцией, они проходили там лечение. И женщина сегодня уже мы тоже можем сказать точно, она тоже имеет уже положительный анализ по коронавирусной инфекции из Вилюйского Улуса, которая проходила там тоже лечение. К сожалению, тоже вот там, судя по всему, эту инфекцию и получила. Поэтому все остальные граждане, которые у нас лечились в Санкт-Петербурге, в этом травматологическом центре, тоже выяснено. У всех взяты анализы, но обработка их будет проходить в течение этой недели, потому что жители разбросаны по всей республике, во многих районах. Вот. И я очень надеюсь, что все-таки анализы будут отрицательные. Вместе с тем все эти граждане сегодня уже находятся на изоляции. Если говорить про Алдан, то мы здесь вчера имеем 2 новых положительных случая. Это в рамках тех контактов, которые были. Муж той женщины, которая у нас приехала из Кисловодска через Москву. У мужа тоже положительный результат по коронавирусной инфекции. И также положительный результат у хозяина рынка в городе Алдане. Вот. Все госпитализированные находятся уже на лечении. Непростая ситуация у нас в Ленске, она не связана с тем гражданином, который у нас прилетел туда и сегодня вместе с женой проходит лечение. Она связана с тем, что возник очаг заражения, и об этом можно сегодня говорить, на одном из участков вахтовых поселков «Газпрома». Я еще 11 числа по возможному факту заражения коронавирусной инфекцией работников «Газпрома» обратился и к полпреду Юрию Петровичу Трутневу, министру здравоохранения России Мурашко и президенту, генеральному директору «Газпрома» Миллеру. Сегодня у нас 3 случая подтвержденных, они у нас проходят лечение в Ленске. 3 работника «Газпрома», в том числе, есть и уроженцы Ленского района среди них. Еще 3 под подозрением тоже находятся в Ленской районной больнице. Вчера в результате работы нашего оперативного штаба и руководства «Газпром» Добыча Ноябрьска уже прилетел самолет специально с врачами из Ноябрьска. Они на месте в вахтовом поселке отбирают анализы у всех, имевших контакты с больными, проводится первичный осмотр, и мы думаем, что часть тех, которые будут под серьезным подозрением по уже решению врачей, часть уже будет вывозиться в Ноябрьск самолетами «Газпрома». Работа эта будет продолжаться, и, конечно же, въезд-выезд из поселка сегодня закрыт. Вахтово проводятся также все противоэпидемические мероприятия. Я уверен, что во взаимодействии с оперативным штабом республики и района «Газпром» проблему ликвидации очага заражения решит в ближайшие дни. В целом, еще раз хочу сказать, что ситуация у нас напряженная, увеличивается количество больных пневмонией, хотя сейчас это, в принципе, объяснимо, в весенний период такой всплеск бывает, но мы все-таки должны быть очень бдительны, потому что, как показывает опыт, как раз на определенных стадиях
течения вот этой коронавирусной инфекции, именно пневмония внебольничная, она как раз является одним из его симптомов. У нас есть еще случаи, пока еще до конца не подтвержденные по городу Якутску. У одной из жительниц города Якутска с внебольничной пневмонией, так и проводятся соответствующие анализы. Но по ее результатам, я думаю, что до конца дня или завтра утром у нас уже будет точная уже информация. Вместе с тем она, опять же, тоже изолирована, находится уже в специализированном боксе. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией по COVID-19 в регионе на 9 часов 14 апреля. Оставайтесь с нами. Во всем мире идет борьба с коронавирусом. Каждый из нас может помочь победить эту болезнь. Главная мера – ответственное отношение к себе. Достаточно соблюдать простые правила профилактики. Чаще мойте руки.